Ян Мелкумов. Ян Янович, здравствуйте. Ну, сегодня пятница, и мы обсуждаем страну, продолжаем изучать авторитарное государство. И сегодня посмотрим, что же такое авторитаризм по-таджикски. Смотрим на Таджикистан. Таджикистан – это самое маленькое государство в Центральной Азии с самой тяжелой судьбой из всех стран, которые образовались в результате развала Советского Союза. Ну и Таджикистан, естественно, ассоциируется с именем президента. Это Эмомали Рахмон. Я напомню, что еще в 2007 году он был Эмомали Рахмоновым, но потом решил, что фамилии все-таки в Таджикистане должны не иметь русского, скажем так, привкуса. Ну да, он появился, собственно говоря, только в 19 веке, когда после завоевания русской армии, чтобы как-то отличить, стали делать фамилии из отчества. Ну, не отчества не было, стали брать фамилию отца и делать из них фамилии. Ну вот Эмомали Рахмон пришел к власти в результате гражданской войны. Результатом гражданской войны стали и тяжелые экономические условия. ВВП сильно сократился за эти годы. Я напомню, что гражданская война была с 92 по 97 годы, и он стал некой компромиссной фигурой. Чем он очень сильно, по-моему, отличается от большинства ныне существующих среднеазиатских лидеров, потому что и в Узбекистане, и в Казахстане лидеры — это бывшие первые секретари коммунистической партии. Собственно говоря, так сказать, власть им досталась, ну, можно сказать, упала в руки в каком-то смысле по наследству. В Туркменистане это тоже некий наследник, значит, предыдущего правителя. А вот в Таджикистане Эмомали Рахмонов, ну или Рахмон, действительно, как его сейчас зовут, он стал результатом некого компромисса после... Действительно, ну, в общем, ни в одной республике такого не было, как в Таджикистане, потому что в Таджикистане, по разным оценкам, гражданская война унесла от 60 тысяч до даже 150 тысяч. Даже такие оценки я видел. Так человек. Вот, сначала, после развала Союза, в Таджикистане к власти пришел, собственно говоря, бывший советский руководитель Рахмон Набиев. Да, но он был вынужден оставить власть под давлением оппозиции, причем оппозиция, ну, это длинная история, но если очень коротко, то, собственно говоря, в Таджикистане всегда были разные кланы с 35-го или 36-го года. Как и в любой среднеазиатской республике. Ну да, согласен. Там, ну, может быть, в Таджикистане просто это достигло какого-то особого накала, потому что, видимо, в других среднеазиатских республиках все же соблюдался какой-то некий баланс. В данном случае в Таджикистане правил ленинабадский и кулябский кланы. Ленинабадцы были в партийной хозяйственной номенклатуре, кулябцы в военной и в силовой. И, собственно говоря, значительная очень часть страны, те, которые на востоке и юго-востоке, то есть Горно-Бадахшанская, памирцы так называемые, они вообще были лишены, так сказать, доступа к рычагам управления. Поэтому, когда, ну, настала некая свобода, условно говоря, эта свобода вылилась в... В Таджикистане она длилась недолго. Недолго, и она вылилась, к сожалению, в достаточно жесткое противостояние с большим кровопролитием, с массовыми этническими чистками, когда кулябцы жгли и вырезали целые деревни, судя по сообщениям разных международных организаций. Огромная часть, порядка 2 миллионов человек, вынуждены были стать беженцами либо в соседний Афганистан, либо на своей же территории. И разрушения для экономики были, конечно, колоссальными. Учитывая, что Таджикистан, прошу прощения, и так был одной из самых небогатых или даже самых бедных республик Советской и Средней Азии, и фактически вся его экономика – это в очень большой степени наследие Советского Союза со всеми плюсами и минусами. Ну, Ян Ильич, мы это позже обсудим. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет о хитросплетениях политической жизни Таджикистана. Его подготовил наш редактор Дмитрий Рябов.
Среди республик бывшего СССР Таджикистан – страна с самой сложной судьбой. Своим бедственным положением она пользуется активно и иногда довольно беззастенчиво. То обманет Международный валютный фонд, в 5 раз преувеличив размер своих золотовалютных резервов, чтобы получить кредит, то потребует от Москвы гарантии инвестиций в электроэнергетику и увеличения арендной платы за пребывание 201-й военной базы. По данным Всемирного банка, почти половину ВВП Таджикистана, 3 миллиарда 600 миллионов долларов США, составляют денежные переводы из России. По этому показателю республика занимает первое место в мире, как и по количеству жен, брошенных мужьями, уехавшими на заработки. По уровню ВВП на душу населения страна, напротив, на одном из последних мест. Ее номер 161 из 191. Похожая ситуация с ежегодным индексом восприятия коррупции Transparency International. 152-я позиция из 182 возможных. Список антирекордов продолжает 137 место из 141 по уровню жизни в рейтинге ООН. Жить в Таджикистане действительно не очень комфортно. Во многих районах практически не бывает электричества. Впрочем, бытовые электроприборы, как и автомобили, тут относятся скорее к предметам роскоши. Почти не работает канализация, газопровод и водопровод. Местные власти заставляют предпринимателей финансировать фальшивые благотворительные мероприятия. Школьники и студенты обязаны проводить до 2 месяцев в году на уборке хлопка. Обычными являются принудительные замужества и добрачные знакомства с женихом по фотографиям. В сельской местности родители запрещают девочкам получать даже начальное образование. Как и большинство бывших советских республик, Таджикистан управляется клановыми группировками. В результате гражданской войны 92-97 годов к власти пришел представитель Кулябско-Ленинабадского клана, бывший партийный функционер Эмомали Рахмон. Бессменный лидер таджиков известен своей экстравагантностью и строгой приверженностью национальным традициям. Например, в 2006 году, посещая деревенскую школу, президент увидел на одном из преподавателей популярные коронки из желтого металла. Как же мы сможем убедить международные организации в том, что мы бедные, если у нас сельские учителя ходят с золотыми зубами, сказал государственный муж. После этого случая всем гражданам страны было велено удалить дорогостоящие протезы, чтобы выглядеть убедительней. Сравнимый по абсурдности указ запрещал ЗАГСам регистрировать детей, чьи фамилии оканчиваются на славянский «ов» и «ев». Отдельного внимания местных законодателей удостоились похоронные и свадебные церемонии. В целях экономии пышность этих обрядов стала строго регламентированной. Кроме борьбы с расточительностью граждан, господин Рахмон прославился заявлением, что дважды дрался со своим узбекским коллегой Исламом Каримовым. Если бы схватку вовремя не разняли, в первый раз, по слухам, это сделал Назарбаев, во второй Кучма, судьба двух среднеазиатских республик могла сложиться совсем по-другому. Но несмотря на такой экстравагантный стиль правления Эмомали Рахмона, недавно состоялись выборы, и Рахмон закономерно победил, набрав 85% голосов. Правда, выборы, конечно, в авторитарных государствах носят чисто формальный Это характер. такой национальный праздник, национальное развлечение, можно еще сказать. вот, наверное, завершая обсуждение лидера и личности, во-первых, это самый, наверное, один из самых плохих примеров в мире авторитарного руководителя, который не вытащил страну из тяжелейшего экономического кризиса, а наоборот усугубляет этот кризис. Более того, по мнению многих экспертов, он использует экономику исключительно для личной выгоды. И вот по свидетельствам WikiLeaks, Рахмон и члены его семьи, они вовлечены в крупномасштабную коррупцию. Ну, собственно, это, прямо скажем, для авторитарных режимов не новость, хотя, конечно, есть исключения, Сингапур, про который мы говорили несколько недель назад. А для меня было очень интересно узнать, когда я, так сказать, готовился к эфиру, смотрел про личность Рахмонова, что, если верить некоторым данным, он этнически не таджик, а он карлук. А карлуки – это тюрки. А тюрки и таджики – это совершенно разные народы, поэтому в этом смысле, так сказать, может быть, это дает основание для неких спекуляций о том, что Таджикистан для него нечто такое. Чужая страна, чужой народ. Но это бог с ним, не будем об этом говорить. Ян Янович, ну, возвращаясь к экономике, советское наследие, единственные реально работающие предприятия – это таджикский алюминиевый завод и также ГЭС, знаете, вот, которая там расположена. Да, тут две вещи. Значит, во-первых, поскольку Таджикистан действительно наследие советской экономики, такая цифра из последних лет, значит, из 700 более-менее известных предприятий, которые есть более-менее
населения относительно промышленных предприятий, которые есть в Таджикистане. Треть вообще заброшена и не работает никак. Второе, это то, что Таджикистан всегда был в рамках внутрисоюзного разделения труда, ему отводилась некая роль как площадки для производительных сил, но никак не как национальной республики. То есть сырьевой придаток? Он не сырьевой даже придаток, потому что придаток. Да, промышленный придаток, потому что там построили алюминиевый завод в отсутствии каких-либо ресурсов алюминиевых, просто потому что там строили Нурекскую ГЭС, которая должна была давать дешевую электроэнергию. Точно так же хлопок, который вытеснил все продовольственные культуры. В итоге Таджикистан экспортирует алюминий и хлопок и массово импортирует продовольствие. И это, конечно, серьезная очень проблема и для населения, и для страны в целом. Ну, я думаю, что вот мы можем по этому поводу... Кстати, и важный момент, что преимущественно экономика Таджикистана имеет аграрную структуру, большинство людей проживают в сельской местности, и об этом, кстати, говорит ваша собеседница Ирина Дерюгина. Я как раз хотел предложить ее послушать. Таджикистан – это аграрная страна. Больше 70% населения – это сельское население. Страшный бич Таджикистана – это бедность. Страна находится на 182-м месте в мире по уровню валового продукта на душу населения. Всего $730 в год на человека. Это после Чада и перед Лесото. И досталась эта проблема Таджикистану в наследие от СССР. В Союзе он выступал, к сожалению, сырьевым придатком. Там выращивался хлопок, производился уран, алюминий, серебро. И современная власть, а продовольствие в основном импортировалось в республику из других республик Советского Союза. И вот современная власть, она мало что сделала для решения этой проблемы. Но урановые рудники выработаны и заброшены еще в конце 80-х, и остается только хлопок. А что такое хлопок? Хлопок производится в коллективных хозяйствах, как это было при социалистическом прошлом. Вот. Нету ни удобрений, ни техники. Уборка хлопка идет ручным трудом, подневольный труд и с участием детского труда, как и в Узбекистане. Ведь бедность – это очень многогранная проблема. Это не только недоедание. Это проблема невозможности увеличить производство, невозможность купить удобрения, семена, сельхозтехнику. И в случае Таджикистана за последние годы производство хлопка практически падает, а экспорт тоже сокращается. Ну вот только по официальной статистике количество людей, живущих за чертой бедности, это 40% от населения Таджикистана. Даже 45. Хотя реально, конечно, их больше. В сельской местности их намного больше. Да. Проблема бедности носит острейший характер. Но вот, Илья Иванович, мы все-таки смотрим, что такое авторитаризм. И действительно, есть исключения, как Сингапур, но в основном авторитарные государства – это равно бедные государства. Согласен совершенно. И в этом смысле Таджикистан замечательная иллюстрация, потому что по существу реформ, были попытки приватизировать какие-то предприятия, потом они приватизировались в руки, так сказать, ставленников правящих кланов. После этого все, что можно было оттуда взять, оттуда брали, предприятия бросались, их ренационализировали. В сельском хозяйстве те же самые совхозы, по сути, принудительный труд, естественно, очень низкоэффективный. И в 1999 году, по официальным данным, 83% населения жило ниже черты бедности. Это сейчас улучшение, можно сказать, произошло. Но при этом потрясающая цифра безработицы. Всего лишь 2,5% не имеют работы в Таджикистане. Да, знаете, мне кажется, это очень лукавая цифра, потому что, опять же, если смотреть даже на официальные цифры, рабочая сила составляет где-то 3,4 миллиона человек, а число мигрантов в Казахстане и в России как минимум 700 тысяч человек. Поэтому, вполне понятно. И другая цифра, что не менее 15% семей в Таджикистане в качестве дохода имеет только переводы из-за границы работающих там членов семьи. В том числе и из России. Кстати, результатом бедности действительно становится массовая иммиграция из страны, исход людей. Они в основном направляются в Российскую Федерацию и также в Казахстан. Об этом, кстати, тоже говорит Ирина Дерюгина. Нашлось два пути решения этой проблемы. Это миграция и иностранные инвестиции. Миграция
Из России и Казахстана за счет миграции в Таджикистан получил в прошлом году 3 миллиарда долларов. Это в 2 раза выше, чем весь бюджет Таджикистана. Но зато из бедных кишлаков уезжает до 30% населения. Практически обезлюдение. Евгений Ильич, вот Ирина Дерюгина одну интересную мысль высказала по поводу того, что авторитарное государство не заинтересовано в развитии экономики. Да, я Почему? совершенно согласен. Ну, просто потому, что авторитарное государство в первую очередь заинтересовано в сохранении своей власти, в сохранении власти правящего клана. В этом смысле развитие экономики – это вторичный элемент. Больше того, развивать экономику можно либо опираясь на частную инициативу, тогда государство в какой-то момент должно перестать быть авторитарным или постепенно переставать быть авторитарным. И в Китае мы что-то в этом роде видим, хотя процесс, так сказать, только в движении, и результатов мы не видим. Либо оно должно развивать это, ну, так сказать, чисто государственными методами, раздавать куски экономики своим приближенным, верным людям, своим ставленникам, что, собственно говоря, мы видим в Узбекистане, в Таджикистане, ну, и, так сказать, я не знаю, как обстоит дело в Туркменистане. Ну, и это приводит к достаточно печальным результатам. Поэтому в этом смысле действительно авторитаризм равняется бедности огромной массы населения. Это скорее правило, а обратная ситуация, как мы видим в Сингапуре, это скорее исключение, на мой взгляд. Ирина Дерюгина еще говорила и о том, что решением проблемы бедности может стать привлечение иностранного капитала. Но, по-моему, пока не очень успешно Рахмон справляется с этой задачей. Он сначала привлекает, а потом выгоняет на примере, например, российской компании «Русал». «Русал», который стал достраивать и пытался, ну, во всяком случае, заключил соглашение о достройке и модернизации, там, о расширении модернизации существующего алюминиевого завода. Потом его оттуда, мягко говоря, попросили. Та же самая история была с Интеррао, которая начала, ну, когда еще существовал РАО ЕС, начала, по крайней мере, тоже заключила договор о строительстве новой ГЭС, которая должна быть еще больше, чем Нурекская. Там, если проект будет воплощен, так сказать, там будет самая высокая в мире плотина, 335, если я не ошибаюсь, метров высоты. То же самое в какой-то момент, в момент обострения политических каких-то отношений между Таджикистаном и Россией, Интеррао оттуда выгнали. Сейчас это место активно занимает Китай, который вызвался достраивать эту плотину, или фактически, ну, может быть, даже не достраивать, а начать ее строить. Китайцы абсолютно отчаянные люди. Они даже в Африку инвестируют. Они куда что угодно инвестируют. Да, и Таджикистан, тем более, это почти что соседняя страна, она достаточно близко к Китаю. Плюс иранские фонды готовы финансировать это дело, потому что Таджикистан, напомню, этнические таджики и иранцы – это очень близкие люди. Они разговаривают на языке, который понятен обоим. Да, на том же персидском языке, хотя Таджикистан не мононациональное государство, там кроме таджиков существует Кстати, много. У нас есть карта замечательная на плазме, да, и тут отлично. видно, что у Таджикистана есть еще одна проблема серьезная – отсутствие выхода к морю. Да, это то, что называется landlocked country, поэтому она одна из наименее развитых Как в этом Эфиопия смысле. Практически. Ну да, но не только как Эфиопия, как Чад, который стоит выше Узбекистана по валовому продукту. Ну и здесь есть еще один момент по поводу иностранных инвестиций. То, что те государства, те отрасли, в которых все-таки удается привлечь иностранные инвестиции, ну вот тоже Ирина говорила про 2 швейцарские транснациональные корпорации, которые таким контрактным фармингом занимаются. То есть они дают хозяйствам, с которыми они сотрудничают, которых они, ну, по сути, арендуют, они им дают все, начиная там, все industrial inputs, то, что называется, семена, удобрения, покупают для них электроэнергию и фактически покупают, на корню покупают их результаты. То есть покупают хлопок, тут же его экспортируют. Поэтому торговые партнеры Таджикистана – это отнюдь не Россия, как в большинстве стран. Особенно по экспорту. Да, это по экспорту Турция, это Турция на первом месте. Турция на первом месте, кто-то еще из Европы. Так, ну вот. Китай, естественно, около 10%, Иран, Афганистан, Казахстан и Россия на 5-м месте. Нам очень повезло. Да. Вот еще один, наверное, вопрос, он даже носит риторический характер. Что будет, если Рахмон покинет свой пост? Ведь изначально гражданская война, она шла между такими кланами, которые были сильны в советские времена, да, и сторонниками исламизации страны, и они назывались вместе Объединенная таджикская оппозиция. Хотя там были не только исламисты, да, там были не только исламисты. Вот нет ли вероятность того, что
Таджикистан пойдет по пути исламизации? Ну, вероятность такая есть. В этом смысле трудно сказать, что для Таджикистана будет хуже, что будет для него лучше. Но здесь всегда существует еще, нужно принимать во внимание, что рядом Афганистан, и в Афганистане производится масса наркотиков, которые транзитом идут через Таджикистан в Россию и дальше в Европу. И это тоже в какой-то степени результат авторитарного управления и крайней бедности населения. В этом смысле тут, я думаю, тоже достаточно близкие вещи. Плюс к этому в Таджикистане живет масса таджиков. Собственно, Ахмад Шах Масуд, главный военный лидер афганский таджик, он оказывал поддержку таджикской оппозиции во время войны. Поэтому чем может кончиться уход Рахмона с его нынешнего поста? Ну, это очень открытая книга. Здесь сценариев такое количество, что... Ян Милкумов, Жанна Немцова. Мы говорили о Таджикистане. Оставайтесь на канале РБК.